Приветствую вас, дорогие гости канала Культурного центра Брухорду имени Чингиза Туракулыча Айтматова. Сегодня рубрику «Полезно, интересно и коротко» для вас проведу я, Джанат, гид 2015 года. Много нового вы уже узнали из этой рубрики о Кыргызстане и традициях кыргызского народа. И сегодня мы пополним багаж ваших знаний информацией об археологических находках на современной территории нашей страны. Территория Кыргызстана находилась на пути вторжения многих завоевателей и мощных миграций, влиявших на состав населения, формирование языков, культуры и религии. Это были индоевропейские племена во втором тысячелетии до нашей эры, армия Александра Македонского в IV веке до нашей эры, хунны на рубеже нашей эры, кочевые и полукочевые племена Тюркского каганата в VI-VII веках, арабы в раннем Средневековье и татаро-монголы в VIII веке. Здесь формировались и разрушались крупные государства. На обломках распавшихся империй возникали новые. Проходили 3 ветви Великого Шелкового пути. Поэтому археологические находки на территории Кыргызстана совершенно разные. Так, в 1960 году в долине реки Джаргалань найдены части скелета крупного млекопитающего – драгонтерия. Судя по размерам скелетных останков, высота этого животного достигала 5 метров. Драгонтерии водились здесь около 3000 лет тому назад, что очень удивительно, правда? Стоянка Бишир-5 известна ученым с 1965 года. Памятник изучался в течение 5 полевых сезонов в 60-70-х годах прошлого века. В итоге, по особенностям каменного инвентаря и по геологическим данным, был сделан вывод, что древние люди проживали здесь около 10 тысяч лет назад. В основном здесь были найдены каменные орудия, размеры которых меньше 1 сантиметра. 5000 артефактов предстали перед взором ученых, когда было вскопано всего 4 квадратных метра. Были выделены 5 культурных слоев. Первый относится к Средневековью и 4 культурных слоя к каменному веку. То есть 4 раза древний человек приходил на это место, жил, оставляя здесь орудия, чтобы мы могли найти их. Исходя из геологических и археологических наблюдений, ученые сделали вывод, что нижний, самый древний слой можно датировать временем около 20 тысяч лет назад. Незаурядная находка также была сделана учеными в Шамсинском ущелье. Здесь найдено захоронение, типичное для кочевников. В IV-V веках нашей эры в Шамсинском кургане была захоронена женщина знатного происхождения. На ее лице покоилась золотая маска размером 20 на 15 сантиметров. Возле черепа лежала золотая диадема и 3 пары золотых подвесок на косы и на уши. Здесь же были обнаружены медальон, ожерелье, браслеты из нефритового камня, массивные перстни в золотой оправе и многое другое. Ученые находят все новые и новые данные, раскрывающие историю заселения при Иссык-Куле. Бронзовые изделия, обнаруженные на берегах Иссык-Куля, говорят о том, что еще за 1000 лет до нашей эры здесь жили скотоводы, умевшие изготовлять разнообразные орудия труда. А город Чолпан-Ата был местом обитания первобытных людей, представителей каменного века. Об этом свидетельствуют найденные каменные орудия труда и стоянки первобытных людей. В целом, археологические изыскания ученых привели к выводу, что под водами Иссык-Куля погребено 2 яруса древних городов. Первый из них – города, находившиеся в прекрасной долине и неожиданно, вследствие катастрофы, опустившиеся на десятки метров. Второй ярус – города, когда-то стоявшие на берегу уже образовавшегося озера и затонувшие при крупных землетрясениях. В основном находки археологов в Чуйской долине датируются от раннего Средневековья до XIII века. Бронзовые, серебряные, золотые монеты, остатки быта, горшки, наконечники и прочее. В 70-х годах в селе Красная Речка был найден 30-килограммовый клад, полный караханитских дирхемов. Там же в 80-х монеты времен правления Чагатая, XIV век. Интересное городище для археологов есть недалеко от Бишкека.
Караджигач. В прошлом Тарсакент, город неверных. В нем жили христиане, там было найдено более 600 могильных камней с христианской символикой. Считается, что город был уничтожен завоевателем Тамерланом. Как вы поняли, наша земля богатая после изучения археологов, и все интересное еще впереди. Будем держать ухо востро, чтобы держать вас в курсе. Спасибо, что были с нами. Всего вам